В северо-западном пакистанском городе Пешаваре вслед за местными выборами, прошедшими 30 мая, продолжились демонстрации. Протестующие из разных партий обвиняют правительство провинции Хайбер-Пахтунхва в фальсификации выборов. Говорят, в частности, о фальшивых бюллетенях, предоставленных властями. Мирный протест последовал за беспорядками непосредственно после выборов, стоивших 19 жизней и десятков раненых. В столице Афганистана Кабуле преподаватели как минимум 2 средних школ начали забастовку, заявив, что правительство игнорирует их проблемы. Их требования включают повышение зарплат и улучшение условий жизни. Афганские учителя временами подрабатывают, водя такси или трудясь в магазинах. В Казахстане, где ученики средних школ Алма-Аты приступили к сдаче экзаменов, усилены меры безопасности. Рентгеновскими аппаратами отслеживаются смартфоны и другие электронные приспособления. По всему Казахстану более 87 тысяч детей проходят в этом году тесты. Лучшие будут обеспечены государственными субсидиями для дальнейшего обучения. Преуспеть нелегко, и в последние годы подростковые самоубийства связывают с экзаменационными трудностями. Душанбе. Посол США в Таджикистане Сьюзен Эллиот встретилась с неправительственными объединениями, представляющими инвалидов. По ее словам, Соединенные Штаты будут добиваться от таджикских властей подписания и ратифицирования Конвенции ООН о правах инвалидов. Активисты жалуются, что потребности людей с ограниченными возможностями часто игнорируются, и заявляют, что многие люди обладают недостаточной информацией о своих правах или вовсе ничего не знают об этом.